Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире Вестник профсоюза образования. Мы поделимся с вами новостями профсоюза работников образования нашей республики и ответим на все ваши вопросы. Смотрите сегодня в выпуске. Серноводск снова принимал гостей. В августе санаторий Серноводск-Кавказский состоялся 7-й семинарский заезд. В Грозном состоялась Августовская республиканская педагогическая конференция на тему использования результатов оценочных процедур в повышении качества образования. Представители профсоюза образования провели релаксацию в комнате психологической разгрузки для педработников и в очередной раз показали, в чем же польза от подобных занятий между уроками. С января 2017 года сельские педагогические работники начнут получать по 1200 рублей компенсации ежемесячно за пользование коммунальными услугами. Серноводск снова принимал гостей. В августе в санатории Серноводск-Кавказский состоялся 7-й семинарский заезд председателя первичных профсоюзных организаций учреждений образования Чеченской Республики. Для участников была разработана программа семинара, куда включены встречи с известными политическими и общественными деятелями, с представителями научной и творческой интеллигенции, а также специалистами профсоюза по различным направлениям – истории, социологии, экономики, психологии, конфликтологии, медицины и другие. Слушатели смогли расширить и углубить свои теоретические знания и наработать новые навыки для реализации уставных задач профсоюза. Мы завершаем цикл семинаров, где ставили цель обучить наших действующих председателей первичных профсоюзных организаций, профсоюзный актив. У нас это получилось, я думаю, мы достигли своей цели. Здесь же мы, наряду с тем, что обучали, еще и оздоравливали. Здесь оздоровилось и посетило семинар, и прошло обучение свыше 700 профсоюзных активистов. Работа была налажена, были разработаны программы разносторонние, вы все знаете, и мы говорили уже о том, что здесь задействованы были не только профсоюзные лектора, но и представители науки, министерств, ведомств. Особенно слушателям понравились дискуссионные площадки, в которых участники принимали активное участие, делились опытом профсоюзной работы, рассказывали о тех или иных проблемах, порой непреодолимых обстоятельствах, тормозящих полноценную деятельность в их первичках. Здесь председатели первичных организаций профсоюза получают не только знания по профсоюзной работе, по совершенствованию, улучшению профсоюзной работы, но и самое главное, здесь много вопросов, которые решаются в взаимодействии. Познают друг друга, знакомятся, делятся, обмениваются опытом работы профсоюзной организации. И это стимулирует их для дальнейшей работы. Среди тех, кто прослушал лекции, получил знания, сам поделился опытом, и Рукия Тумарова. Профактивист не раз была названа лучшим среди председателей первичек и теперь заслуженно проходит оздоровительный курс санаторий в рамках профсоюзного семинара. Как видите, номера очень просторные. Здесь созданы все условия для нормального проживания отдыхающих. Значит, мы на этих курсах сочетаем обучение и отдых. Надо отметить, что обслуживание здесь очень прекрасное. Процедуры проходят на высшем уровне. Значит, с утра с 9 часов до 2 мы находимся на обучающем семинаре, с 2 часов до 7 вечера для нас организован отдых и лечение. В августе на базе санатория начался завершающий этап, длившийся почти год программы выездных обучающих семинаров для профсоюзных работников и активистов. С вступительным словом к собравшимся обратился председатель профсоюза образования Хизир Герзелиев. Он выразил надежду, что семинар стал полезным и познавательным, а также призвал участников завершающего семинара сделать все, чтобы полученные ими в ходе обучения знания и опыт были использованы в дальнейшей работе в трудовых коллективах. Министр образования и науки посвятил свою лекцию рассказу о состоянии и перспективах развития народного образования в республике. Оказывается, итоги сдачи ЕГЭ в нынешнем году вдвое превзошли показатели прошлого года по качеству выявленных у выпускников знаний. Я по роду своей деятельности, последние 10 лет, я был во всех регионах Российской Федерации. И я даже, когда посещаю образовательные учреждения, я просто сравниваю наших детей с детьми других регионов. Они помнятся вас, он даже воинсан хазбеш, йосибетош, и форма державается, нету такой сумочки у нас, поэтому и нам есть чем гордиться. Сегодня наши выпускники, я еще раз повторяю, уже заявили, у нас только для Чеченской Республики это только начало. В этом году я уже привел цифру, что у нас около 15, может я даже около 20 выпускников сами просто по своим баллам поступили в Московский государственный университет. Пару лет назад об этом только могли мечтать.
Участники семинара с большим вниманием выслушали министра, который после завершения выступления дал исчерпывающие ответы на многочисленные вопросы, заданные ему учителями и педагогами, активистами профсоюзного движения. По словам Исмаила Байханова, в прошедшем учебном году было уделено особое внимание проблемам, связанным с ЕГЭ. Теперь же решено сделать акцент на начальную школу. Проект «Я сдам ЕГЭ» показал, что значительные проблемы у нас в начальной школе закладываются. Поэтому вот этот учебный год мы основной акцент делаем, конечно, на начальную школу. Но и в целом, я еще раз повторяю, что самое главное – это урок. Мы основной акцент будем делать именно на поднятие престижа урока, на объективное оценивание. И, конечно, действительно нас радует, что в этом году все эти результаты наших выпускников, они стали намного лучше, чем в прошлом году. Участники высоко оценили семинар. Такое прямое общение идет только на пользу, говорит министр образования и науки. Руководство узнает много интересного и полезного на встрече с представителями районов. Такие семинары, они стали хорошей традицией. Во-первых, это как бы напрямую Министерство образования получает с места информации из различных образовательных учреждений. Но, конечно, и также мы как бы повышаем свою такую правовую активность. И я думаю, что проведение таких семинаров, именно общение с коллегами из различных районов, это очень много дает именно Министерство образования и науки Чеченской Республики. По словам участников семинара, на лекциях они узнали много нового и необходимого для кураторов первичных организаций. После обеда профактивисты проходили лечебные процедуры. Программа пребывания была составлена таким образом, чтобы слушатели семинара могли совмещать полезное с приятным. В Грозном состоялась Августовская республиканская педагогическая конференция на тему использования результатов оценочных процедур в повышении качества образования. В ней приняли участие руководство республики и столичные гости. На конференции также присутствовал председатель республиканской организации профсоюза образования Хизир Герзелиев. В своем выступлении Рамзан Кадыров отметил, что в этом году в Чеченской Республике построено 10 новых школ, в том числе по государственной программе развития Северо-Кавказского федерального округа на период до 2025 года. Также идет полным ходом строительство еще 4 школ. В республике был разработан проект «Я сдам ЕГЭ», реализация которого дала впечатляющий результат. В этом году втрое выросло количество выпускников, набравших больше 80 баллов, отметил глава республики. Отдельно хочу сказать о результатах итоговой аттестации выпускников. Их удалось улучшить благодаря реализации проекта «Я сдам ЕГЭ». При активном содействии Рособорнадзора России. Уверен, что работники сферы образования снова покажут слаженную работу в целях повышения уровня образовательных услуг. Со слов Хизира Герзелиева, в ходе дискуссии ее участники сделали упор на качество образования и совершенствование учителя. К сожалению, ими ничего не было сказано о повышении заработной платы и осуществлении социальных стимулирующих выплат. Очевидно, ожидать серьезных перемен в этом и, видимо, в следующем году не стоит. Также хотелось услышать на конференции, добавил Хизир Магомедович, более подробный разговор о развитии материальной базы школы и образования, о том, что делается для ликвидации трехсменного и двухсменного обучения в школах нашей республики. Чтобы утром дети учились, а после обеда занимались дополнительным образованием, пока сдвигов в этом вопросе маловато. И это, скорее всего, связано с демографическим ростом населения, который у нас очень высок. По поручению главы республики правительство Чеченской Республики внесло изменения в постановление номер 235, согласно которому с января 2017 года сельские и педагогические работники начнут получать по 1200 рублей компенсации ежемесячно за пользование коммунальными услугами. Постановление правительства Чеченской Республики от 29 декабря 2012 года об утверждении положения о порядке предоставления мер социальной поддержки педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Чеченской Республики, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках, поселка городского типа. 14 июня 2016 года внесены изменения в постановление правительства Чеченской Республики номер 235 об утверждении положения о предоставлении мер социальной поддержки педработникам, проживающим и работающим в сельской местности, в соответствии с которым с 1 января 2017 года они будут получать не 1000 рублей в месяц в качестве компенсации расходов, понесенных на оплату отопления и освещения, а 1200. Постановлением правительства Чеченской Республики от 14 июня 2016 года внесены изменения, в которых наиболее важным является пункт, касающийся суммы компенсации ежемесячной денежной выплаты в качестве меры социальной поддержки на оплату жилых помещений, отопление и освещение педагогическими работниками государственных и муниципальных образовательных учреждений на территории Чеченской Республики, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих поселках и поселках городского типа. Хочу отметить, что с момента принятия нового закона об образовании Чеченской Республики, то есть с осени 2014 года, профсоюз совместно с Министерством образования нашей республики упорно добивались увеличения компенсации до 1200 рублей.
По данному вопросу мы проводили работу с Министерством финансов, парламентом, правительством, а также обращались в прокуратуру Чеченской Республики. Правительству также было дано указание довести в следующем году уровень зарплаты в республике до общероссийского показателя. Защита членов профсоюза, юридическая консультация – это работа правозащитного отдела. Каждый день профсоюзные юристы отвечают на вопросы работников образования. Правозащитники ответят на любой вопрос в сфере охраны труда, социального блока и на другие вопросы. Я работаю учителем химии, в моем кабинете не работает вытяжной шкаф, а мне необходимо приготовить раствор для урока. Я боюсь отравиться. Имею ли я право отказаться работать в таких условиях? Праве ли директор уволить меня за это? Ответ один. В соответствии с статьей 219 Трудового кодекса Российской Федерации, каждый работник имеет право на рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда. Отказ от выполнения работ в случаях возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушений требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами до устранения такой опасности. На уроке труда в результате работы на станке я получил травму. Больничный лист я принес через 1 месяц и прошу составить акт формы N1. Директор школы отказывает мне в составлении акта, мотивируя тем, что лист временной нетрудоспособности я сдал поздно. Правомерно ли действие директора в этом случае? Действующее трудовое законодательство не ограничивает срок давности для обращения граждан по поводу проведения расследования происшедших с ними или их родственниками несчастных случаев на производстве. В нашей школе всех учителей обязали пройти медицинский осмотр с огромным перечнем специалистов и лабораторных анализов. Обязан ли учитель проходить медосмотр? В соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации своим приказом от 12 апреля 2011 года утвердило перечень работ, при выполнении которых проводятся обязательные, предварительные и периодические медицинские осмотры работников. В этом перечне указаны в том числе работы в образовательных организациях всех типов и видов. Указанные работы требуют прохождения медицинских осмотров с периодичностью 1 раз в год. Если у вас появились вопросы, обязательно напишите письмо профсоюзу, адрес на экране. В апреле этого года мы рассказывали вам о комнате релаксации для педагогов, которую торжественно открыли при поддержке профсоюза образования в городской школе номер 60. Комната не должна быть просто декором, а должна приносить практическую пользу для учителей. Главный специалист Райсовета профсоюза образования, инспектор по охране труда и здоровья Рустам Мусаев провел релаксацию работников школы и в очередной раз показал, в чем же польза от психологической разгрузки между уроками. Уважаемые коллеги, Шудеши, Маша, Долгыл, сегодня мы вас хотим поприветствовать в нашей комнате психологической разгрузки, которая была оборудована профсоюзом работников образования в 60-й школе. После официального открытия этой комнаты комнату посетило 80 человек. Психолог школы проводит с ними качественную работу. Но для начала я сегодня хотел с вами провести тоже такой небольшой тренинг, мастер-класс, тоже для того, чтобы вы смогли как-нибудь расслабиться. Посмотреть на работу психолога пришли и кураторы, председатели первичек из городских районов. С целью повышения морально-психологического климата для них провели сеанс релаксационных упражнений. Комната психологической разгрузки является уникальным местом, которое способно повлиять на психологическое и физиологическое состояние человека. Пусть ваши мысли текут свободно. Расслабьтесь. Почувствуйте, как ваше тело становится тяжелым и безвольным. Начался сеанс дыхательных упражнений. Такая элементарная вещь, как интенсивное и осознанное дыхание, помогает освободить организм от токсинов. Второй и основной частью занятия была медитация, которая позволила всем участникам тренинга расслабиться и получить заряд положительных эмоций. После упражнения группа провела рефлексию, все участники поделились своими впечатлениями. Я чувствовала, что мы находимся в маленькой комнате, а такое ощущение, как будто мы находимся. Я вот себя чувствовала, как будто я у моря, чувствовала этот гамак, шум моря. Вот вы знаете, и я вот видела волны, я видела, и водопады, и какой-то легкий ветерочек. Если каждый учитель зайдет в свободное время, когда у него есть, и вот так расслабиться
у нас будет, мне кажется, силы, и качество работы у нас будет на высшем уровне. В нашей стране немного школ с подобным уголком отдыха, но опыт говорит о том, что результат не заставляет себя долго ждать. Повышается концентрация внимания, снижается количество ошибок при выполнении работы, повышается мотивация персонала. Сокращение текучести кадров означает предотвращение потерь квалификационных работников. Учеба, кредиты и дисциплина. Так примерно можно охарактеризовать круг проблем, обсужденных в ходе большого разговора участников собрания профсоюзного актива, состоявшегося в Грозном по инициативе Рейсовета профсоюза образования. В работе форума принял участие председатель Совета профсоюзов Чеченской Республики Хусейн Салтагиреев. С докладом «Система непрерывного обучения как основа повышения профессиональных знаний и навыков, формирования правовой культуры профсоюзных работников и активистов» выступила заместитель председателя профсоюза Тамара Эльмурзаева. 96% руководителей кружков отметили, что работа в профсоюзных кружках значительно повлияла на повышение профессионализма актива, а 85% отметили значительное влияние кружковой работы на улучшение внутрисоюзной работы. Безусловно, полученные знания являются для председателей первичных организаций стимулом активизировать профсоюзную работу, действовать более эффективно и грамотно. Предыдущий и нынешний год действительно ознаменовались серией непрерывных занятий профсоюзных активистов, организованных для них Чеченской организацией профсоюза образования. Учеба проводилась для большинства категорий из них, профоргов, уполномоченных кураторов, представителей работников аппарата, как непосредственно в аудиториях, так и на вебинарах, организованных посредством интернета на местах. Но большую нагрузку несли на себе обучающие семинары, организованные профсоюзом для своих активных членов на базе санатория «Серновоз-Кавказский». В итоге состоявшегося обсуждения и внесения поправок делегаты форума единогласно утвердили рекомендации учебно-методической конференции актива Чеченской республиканской организации профсоюза. Вторым вопросом повестки дня стал отчет правления Фонда социальной поддержки учителей за 2015-2016 года, с которым перед делегатами конференции выступила его председатель, заместитель председателя профсоюза Медина Досиева. На сегодняшний день в фонде числятся 7148 членов ПСПУ. В целом услугами фонда воспользовались за отчетный период 3714 человек. Необходимость и полезность фонда уже признают большинство членов профсоюза. Для справки приведу один пример, подтверждающий выгоду членства ПСПУ. Чанкаева Малика Магомедовна, педагог дополнительного образования РЦД-ЮТЭ Нажаютовского района, состоит в фонде с 2010 года, получала займы 4 раза на общую сумму 180 тысяч рублей. Погасила своевременно полученные займы. Всего ею уплачен комиссионный сбор в размере 9 тысяч рублей. Мы провели сравнение. Если бы она получила в банке эту же сумму по ставке 27, если при ставке 20% годовых, ей бы пришлось уплатить в течение 3 лет около или свыше, даже если 27, свыше 90 тысяч рублей. Коллеги, давайте сравним. 90 и 9. Есть разница? Есть. Сегодня членами некоммерческого фонда являются более 7 тысяч работников учреждений образования, многие из которых пользуются потребительскими и оздоровительными займами и получают положенные им накопительные суммы. Мы и дальше будем обращать большое внимание работе куратора. Мы с сентября месяца весь наш аппарат, весь наш штатные работники разъедутся по районам и будут встречаться с каждым куратором на месте, беседовать с ними, изучать состояние дел на рабочем вашем месте. Кроме того, большое внимание мы обратим и уполномоченных первичных организаций. С сентября месяца начнется обучение их в районных школах профсоюзного актива. В течение всего года, учебного года, мы должны провести 9-10 занятий для этой категории наших профсоюзных работников. Буквально несколько дней назад в Грозном состоялась Республиканская августовская конференция работников дошкольного образования. Подробности в следующем материале. Ежегодная августовская педагогическая конференция собрала работников дошкольного образования. На повестке дня тема «Стратегии и проблемы развития системы дошкольного образования в республике», а также вопрос нехватки мест в детских садах для детей до 3 лет. В конференции приняли участие помощник главы республики Тимур Алиев, председатель комитета правительства ЧР по дошкольному образованию Асланбек Джунаидов, заместитель председателя Республиканского профсоюза образования Тамара Эльмурзаева и представители научной интеллигенции, а также около 250 педагогических работников дошкольного образования. В 2016 году предусмотрено создание 1848 дошкольных мест.
Кроме того, проблемным остается вопрос обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет, так как в связи с исполнением указа президента Российской Федерации о 100% доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, все внимание было направлено на ликвидацию очередности этой категории. В минувшем году по республике было создано более 7 тысяч мест в детсадах. По этому показателю Чечня входит в десятку лучших регионов. Сегодня здесь функционирует 310 садиков, где воспитываются 62 тысячи дошкольников. Также работает 66 комбинированных групп, где воспитывается более 200 детей с ограниченными возможностями. Ежедневно с дошколятами ведутся занятия по привитию духовно-нравственных ценностей. Помощник главы региона Зарган Кадырова уделяет пристальное внимание дошкольному образованию республики. Благодаря этому удалось создать все условия для комфортной работы воспитателей. Ежегодно повышается их профессиональная квалификация. На пленарном заседании отдельные работники дошкольного образования были награждены почетными грамотами профсоюза образования, а также были подведены итоги конкурса «Лучшее дошкольное образовательное учреждение по подготовке к новому учебному году». Это все, что мы успели вам рассказать. За кадром, как всегда, осталось еще много интересного. Более подробно обо всем вы сможете узнать на сайте ressovet.ru. До новых встреч. Адикелш.